Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видеоблог студии «Ветви». И сегодня у нас в студии Виталий Щукин и Михаил Кириллин. Это я. Я киборг-убийца. Посмотрите на мой глаз. Хорошо, что мы сразу положили это на стол, так сказать, чтобы у людей не возникло никаких сомнений. Лучше сразу сказать, да. Да, что что-то красное. Вот в этом плане это глаз Михаила Кириллина. Ребята говорят, что это конъюнктивит, но это не конъюнктивит. Это мошка залетела. Вчера я был на Юсхатыне. Михаил Сауронович Кириллин. Давайте начнем. Поговорим немножко о твоих сегодняшних проектах. Очень много. Их не сосчитать. У меня очень много проектов, которые действуют сейчас. Например, «Агент Мамбо» вот недавно сняли. Вторую часть. Это не вторая часть, это... Приквел. «Агент Мамбо Трупак» — это предыстория, получается, агента Мамбо. Еще запускаем скоро в русском дубляже фильм «Агент Мамбо» уже в этом месяце, так как, по ходу открытия кинотеатров мы не дождемся. И уже ищем спонсоров и запускаем на YouTube. Когда? В этом месяце. Давай сразу скажем, когда. В этом месяце Точная дата нужна. Нет, точной даты еще нет сейчас. В этом месяце это в сентябре. Да. Все? Нет. Все услышали? Если что, все... Сентябрь, октябрь, где-то так. Потому что... Нет, но нам нужно еще отрекламировать, понимаешь, «Агент Мамбо Трупак». Ага. Из-за этого нужно прямую рекламу запускать эту. Это как Снайдер Кат будет, короче. С Chicken Cut. Да. Ну, типа режиссерская версия, короче, «Агент Мамбо» заливается на YouTube, да? Там будут какие-нибудь дополнительные кадры? Нет, режиссерская... Нет, не режиссерская. Мы хотели режиссерскую версию сделать именно... В сентябре. Не в сентябре. Да, не, режиссерская. Не режиссерская. Кстати, у нас Кириллин Миша снимался в фильме. И вы узнаете уже в следующем году, в марте, кого он там играл. Вообще, на самом деле, когда люди говорят, что у меня много разных проектов, много всего, наверное, больше всего именно тебе веришь, когда ты это говоришь. У тебя реально очень много всяких. Hits Food, реклама, концерты. Что еще там? А концерты же сейчас запрещены. YouTube сейчас мы хотим делать. Мы сейчас... у тебя ТикТок есть, да, еще? Еще Ну, да, есть ТикТок. Я этого не стыжусь. Виталий, ты же старый человек, старый КВНщик. И что? Зачем тебе ТикТок? Зачем тебе Инстаграм? Я также могу спросить тебя. Ну, Инстаграм это совсем другое. Ну, понимаешь, ты все равно тоже, это же новое что-то, понимаешь? Что новое? Зачем тебе YouTube-канал? Зачем ты же старый? Почему ты стримишь? Ну, это то же самое, понимаешь? Ты что меня лечишься? Я давно хотел спросить, Миш, ну реально. Да, ну смотри. Ты играешь в игры. Нет, ну смотри, ТикТок это платформа для маленьких детей, по сути. Да нет, не сказал бы. Да. Ты просто подписан на всяких... Нет, подожди, стоп, давай. Нет, давай по контенту разберем ТикТок. Какой там интересный контент? Вот скажи мне, какой там прям хороший контент, кроме того, как люди кривляются под музыку? Что допустим? Смотря на кого ты подписан. Я подписан на очень творческих людей, которые жестко на монтаже просто делают нереальные вещи. Ребята, которые на Adobe After Effects жестко рисуют. И они танцуют. И это монтируют. Каждый кадр прорисовывает. Хорошо, ты знаешь. Это круто, хорошо. Ты знаешь, да. Вот это круто. Да. Потом кто-то, например, из дерева что-то делает. Там чувак есть, который из дерева делает машину реальную. Не, ну слушай, даже в помойке можно цветок найти, это понятно. Но в основном-то 80% это помойка. По сути. Я не сторонник, я говорю же, я не сторонник вообще именно вот то, что сейчас идут тренды. Меня это почему-то бесит, ну, как сказать. Так вы же сами, те люди, ты, хитцы, люди, которые сразу, когда появляется тренд, вы его подхватываете. Ну да, но мы это как делаем? Мы пытаемся это делать смешно же. Мы идем там, есть же тренд, где вот китайцы идут, они идут, типа, модные все. Якутские тоже сняли. А мы сняли как, типа, если бы в реале, типа, снимали бы людей, неожиданно. Но вы обсмеиваете. Да, обсмеиваете, типа, козявку там кушает, идет. Обстебываем, типа, такого. То, что вот в ТикТоке сейчас идет в тренды, я не знаю, это творчество убивает. И нет такой магии, например, как в КВНе. Вот, подожди. Вот, да. Я про это говорю. Вот с чего я начинал. Зачем тебе ТикТок, если он убивает в тебе творчество? Просто, понимаешь? Просто тренды. Просто, блин, снимаешь и закидываешь просто, чтобы было. Иногда как-то пытаешься переиграть это, но не прям в копирку вот так. Не, ну все, ты меня успокоил. Я-то сначала подумал, ты так отреагировал, как будто ты прям защищаешься, это типа горой, типа, это круто, типа. Нет. Ну все, классно. Но сейчас ты заметь то, что Инстаграм полностью превратился в ТикТок. Все тренды там.
тоже в Инстаграме. Из-за этого я боюсь то, что полностью сейчас все люди просто перестанут думать тупо и начнут друг друга копировать. Не, ну давай вспомним нет то, что Вайн тоже в свое время взорвал, потом исчез. Не знаю. Нужно YouTube нам Давай прокачивать. запишем ТикТок. Давай. Порш Панамера. Давай, что делать под эту песню? Не знаю. До того, как Миша начал разгонять про ТикТок, я еще хотел продолжить, что у тебя сын родился. Да. Мы тебя поздравляем. Спасибо большое. И вот вопрос, как же ты находишь время? Как-то так. С трудом. Да, с трудом, но это все-таки поддержка жены. Поддержка жены, она еще меня со времен школьного КВН меня поддерживает страшно. Когда я еще был на мели, на нуле, короче, как рэпер. Ты официально многодетный отец, получается? Да, официально многодетный отец. Сколько заплатили, кстати? Нет, еще там... Материнский капитал, сколько там? За 400? Я не знаю. Это уже нужно спрашивать. Но их нельзя снимать просто так, видишь. Кого? Материнский капитал. Вообще их, и даже на них... На покупку автомобиля там можно? Нет, нельзя. Нет, на недвижимость только. Только на недвижимость? Это вставим. Это Вася. Жена меня изначально поддерживает. Я в КВН же в то время на нуле был, ездил КВН все время, не зарабатывал. Сколько лет? Лет 10, наверное, если не больше. Вообще просто... Она верила в меня. А я как впустую тупо играл. Ты же сам знаешь. Ты же сам такой. Ты же сам. Просто я играл, верил, просто играл. Просто... Мне нужна жена срочно. У нас тогда 2 детей уже было. Когда я еще мало там, слава богу, типа мама поддерживала. Очень классно. И из этого как чуть-чуть полегче. Сейчас просто мы снимаем фильмы, это как КВН. Только намного масштабней. Тоже, типа, нужно найти реквизит, нужно локации, типа, снять. Очень много всего организовать, но это много. Целая команда у тебя там уже побольше. Это не 10 человек, 5 человек на сцене стоит, а просто человек 30 работает над одним проектом. Ты обижаешься, когда тебе говорят, что кадр не так, и ты не так отыграл? Конечно, нет. Не обижаешься? Нет. То есть говорят, типа, Виталий, ты очень плохо отыграл, ты Нет. не так. Но ты в голове думаешь, блин, надо так отыграть. Нет. А режиссер тебе говорит, не надо так отыгрывать. Нет, у нас режиссер очень классный, то, что он объясняет, изначально, когда сценарий пишет, он полностью продумывает, например, кардан, у него есть личность кардан, все, образ, и у него в голове есть образ этого человека, где, грубо говоря, он, типа, жил, кем он, типа, был, вообще, как он разговаривает. Целая, у него философия у Кардана, типа... Не, а ты не думал, то, что, типа, вот серьезная роль серьезного человека мне не пойдет, я же не серьезный. Тебя не было такого? Нет, вообще не было. Нет, Суховской серьезный. Да. Виталий, представляю. И вот, о чем мы разговаривали вообще, забыл уже? О том, что, типа, не трудно ли? Да. С 3 детьми, нормально, наоборот, классно. Когда, типа, молод, успеваешь... Когда еще потом? Если бы я сейчас, типа, начал только становиться отцом, типа, еще впереди 3 ребенка. Ну да. Это вообще, прикинь... Я люблю черный юмор. Я люблю, как в американских фильмах, черный юмор. Мне нравится такой юмор, но... В Якутии что? В Якутии, просто не воспримет народ. А нам охота такое снимать. Именно... Не знаю, как Соротом, но хитсам охота такое снимать. А хотя Соротом тоже. Не, а ты в основном думаешь, вот сейчас вообще с юмором, что вот сейчас новые какие-то скетчи, вайны снимают. Есть же такие, которые... вообще, допустим, ты в Инстаграме сидишь, и какой-то там якутский, типа, блогер. И ты такой смахиваешь, типа, ой, да... Типа, вот, не смешно это, не смешно. И ты не понимаешь, почему люди подписываются и вот следят за этим, и смеются над этим. И ты понимаешь, что это не смешно, ребята, а что такое? Да. Есть такое же? Есть я понимаю, что ты не будешь называть имен, чтобы не обидеть, чтобы... Есть такое, конечно. Очень много таких появилось в Якутии. Из-за этого и это на нас тоже играет. Начинаем тоже делать. У вас ухудшается юмор. Да, потому что... Нет конкуренции в юморе. Поэтому. Да, возможно. Миша, составь нам конкуренцию. А ты зачем? Так мне это не надо. Составь, я хочу. Если ты хочешь, Виталий, тогда ладно. Хочется поэкспериментировать, но я думаю, что я там просто поплыву на сцене. Не знаю, это другой жанр же совсем. Да, это совсем другой подход к юмору. Очень интеллектуальный другой, юмор.
Ну, не интеллектуально, он основан именно на твоем личном опыте, и ты там не как какой-то персонаж, ты там как сам Виталий Щукин. Да. Ты будешь... Это юмор наблюдения просто. Да. Нет, но на самом деле я бы написал очень много про жену, про семью, как про отца, который просто жестко. Ну, да. Да, блин, хватит материться. Виталий, блин. Ну, извините, сделайте исключение, просто запикайте. Всё, да. Мы сразу же сделаем выпуск Виталий Щукин 18+. Да, и все. Ты вот в стендапе почему не хочешь выступать? Ну смотри, если бы в Якутии... Я боюсь... если бы в Якутии стендап развивался как КВН в свое время у нас здесь, ты бы выступал в нем? Да не знаю. Ну, скорее всего, да, если бы он был популярен. Ну, какое-то слишком много сослагательных Я же не из-за Если бы популярности это делаю. Нет, да, если мне он был вообще- бы в тренде, так, давай твоими словами, если бы стендап в Якутске именно был в тренде. Я хотел вообще выступить. Меня тот раз Максим сколько раз звал меня, типа, попробовать. Я хотел реально уже пойти и Но выступить. ты боялся облажаться. Я боялся облажаться. Я вот боюсь все время облажаться. Боюсь поплыть просто. Ну, боишься... Первая шутка не залетела уже. Когда зал такой тихий. Да, вообще. Сколько... У меня в КВН сколько провалов было, блин, вообще. Просто миллион, миллиард. Но это тебя не закалило? То есть ты, ну, как, нет такого, что теперь, без разницы, я просто выйду свой материал, расскажу, и кто посмеется, тот посмеется. Не, это вообще всю жизнь. Я тоже очень боюсь сильно облажаться. И, Типа на сцене. ну, это же всегда так, типа, ну, а потом, типа, это до побед еще было, когда чуваки вообще там жестко проигрывали. Ну, сколько раз лажали вообще? Миллион. А потом все это с опытом, и все, каждым раз все лучше, все круче, все смешнее. Что с рэпом? Ты же, если кто не знал, Виталий Щукин был рэпером. Изначально, до КВНщика, он был рэпером. Я почему был рэп? Рэп. А рэп всегда во мне. Я Какой просто у тебя там дышу. был? Биг. Биги. Ну, сейчас просто щука. Хочу себя Пайк назвать. Пайк? Да. Щука Типа по-английски. Джампази? Не, Спайк Джампази. Пайк. 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 Нет, Пайк. Знаешь, что такое Типа Пайк? паёк? Нет, Пайк. Типа, ну, догадайся. Почему? Спайк, типа собака из Том и Джерри, нет? Ну говори, ничего ты из загадки. Пайк, окей. Пайк, подожди. Давай-ка, блесни ему. Ну, щука по-английски. Да. Ну Щука по-английски. Пайк. Классно же звучит. Пайк. Да, да. Есть же актриса Пайк. Щука, типа. У нее фамилия Щука. Есть актриса Щука. Реально рыба. Исчезнувшая. Смотрел фильм? Да. Вот Пайк. Розамунда Пайк. Розамунда Пайк. Пайк. Розамунда Щукина, что ли, получается? Щука. Щукина Розамунда. Щука. Вы как Black Star не хотите стать? Нет. Ну, продюсировать хотим. И жестко через неделю сняли. Мы — это компания. Но мы хотим, у нас как бы есть же наш офис. Там у нас есть звукозаписывающая студия, циклорама есть целая. Типа сейчас оборудование еще заказать нужно. И это просто дом творчества. Ну, типа студия Hits Production будет. Где можно прийти, записаться. Записать, да, полностью. И это может быть и творчество, и какое-то рекламное что-то такое. Ну, вообще хоть что. Хоть целый фильм можно прийти будет снять. Ну, но и студия что? почти уже готова, потому что мы хотим продюсировать молодых рэперов там. Ну, типа, ну, в задумках Как просто. Black Star. А старых рэперов не хотите продюсировать? Я вот продюсирую уже одного. Старого рэпера? Ну, не старый, а Муравейник, что ли? из обратной стороны Шуга. А, У него есть бомбезный трек. И сейчас снимаем на него клип крутой вообще. рекламный опять? Нет. Ну окей. Почему реклам нет? Очень классный трек. Не знаю, нужно его продвигать на российский уровень вообще. Надо будет таргет. Не, вот это делать. хорошая цель, на самом деле. Вообще продвигать талантливых людей из Якутии, это прям очень... Ты знаешь, он на скрипке играет еще классно. Я не Просто знаю. он нереально. Следующий Он- гость он- подкаста «Ветви» Шуга из обратной стороны. Он виртуоз. Виталий, ты не думал о роли, кстати, в театре? Вообще хотел, я думал, почему я вообще не пошел на актерку, типа, учиться? Почему даже не на музыку? Высшее Типа, образование, что почему не по творчеству пошел? Не знаю. Мне не хватило 11 лет школьного образования. Надо было... Была бы моя воля, я бы добавил еще пару классов в среднее образование, потому что я еще на тот момент, когда в 11 классе, я не понимал, кем хочу стать.
И после того, как работать начал, уже понял, что где мое, где не мое. То есть можно после школы пойти сначала в колледж. Да, да. И там подумать. посидеть. Там подумать. Место, Да, среднее специальное образование, чтобы подумать, ребят. Да, СПО, а потом уже на Да. вышку, к примеру. Я, кстати, в СИЭМ заканчивал уже. Да. А, ты в СИЭМ закончил? Да. Да, наш студент. Какой у тебя? Финансы и кредит. Финансы и кредит. И я защищал по скайпу диплом. Вообще, ну, это серьезно было. Типа преподаватель сидит, открывает... просто у меня руки тряслись. И по скайпу, и там комиссия сидит, такая строгая вообще. Нет, еще не закончил, на подкасте сижу. Давай. Уже, что ли? Нифига. Что там? Рассказывай. Что там? Боб отцом стал. Ух ты. А? Сделай вид, что заново позвонил. Давай. Да. Алло, Боб. Да, здравствуйте. Жестко подставной голос. Виталий, что случилось? Ты что, отцом стал? Я, да. Я, да. Привет всем, кто смотрит подкаст «Ветви». Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте включить уведомления. А также заказывайте. Что? А так заказывайте, если вы проголодались, заказывайте службу доставки Kids Food. Везде рекламу вставляю. Боб, бро. Вы случайно не знаете, какой номер? Конечно, я знаю. 757521. Ты же понимаешь, как относится у нас к КВНщикам? Да, Очень меня плохо. это очень бесит. Очень. Меня бесит именно... Короче, я хочу ответить сначала на вопрос. Давай. Я очень жалею, что не поступил на Актерская. да. Либо на творчество. Короче, не пошел учиться по творчеству, потому что в экономике я очень-очень сильно слаб. Может быть, это судьба, типа, надо было все-таки учиться, пойти на экономиста, а тут, типа, актерка так и так сама по себе развивается, а тут, типа, экономика мне никогда в жизни не помешает, и это все вместе. Да. А теперь давай ответим людям, которые... Да, и мы прошли очень строгую школу КВН. Очень строгая школа. Мы ездили защищать город Якутск, Якутию, в общем в России. Да. Защищали Якутию. И очень сильная редактура очень сильная. Там нельзя было повторяться за кем-то. Там нельзя было... Нужно было все время новое придумывать, очень много идей приносить. Все время нужно быть организованным. В 7 часов утра просыпаюсь. Реально как тренировки. Вот как мы как спортсмены жили все в одном доме. С утра до вечера писали. Может быть, кому-то покажется то, что типа придумывать шутки это очень легко. На самом деле это очень трудно, потому что иногда усталость не физическая, а Моральные очень. да, Психологическая. психологическая. Именно она намного больше вот выматывает тебя, и ты намного быстрее устаешь. И мы прошли эту школу, очень долго лет играли. Нам это нравилось. КВНщики вообще готовы идти. Они как универсальные солдаты, которые могут в любом направлении работать. Возьмутся за это, они будут этим заниматься. Возьмутся за это, они в этом будут заниматься. И просто везде будут лидерами. Любимый Якутск и Якутия. Перестаньте думать, что КВНщики это бездари и лодыри. Да, не надо. Вот все спрашивают меня, почему ты, вот вы КВНщики, почему вы не идете типа в политику? Или идете в политику. Ну, кто-то идет, да. Ну да, многие идут, но я не знаю, они как есть же типа бригады, типа строительные бригады, как это называется? Ну, строительная бригада. Строительная бригада. Ну, и там... Бригадир. Стройотряд. Да, стройотряды, то есть там тоже лидеры свои есть, и они тоже идут в политику. И тут тоже КВНщики также идут типа в политику, типа... Но их все не любят. Лидеры. И их всех не любят вообще. Почему? Потому что Опять клоуны. КВНщик, потому что... Не знаю. Хотя это самые Это очень... крутые кадры вообще в Якутии считается. Просто люди не шарят в политике из этого. Потому что все это идет, я думаю, свыше чуть-чуть. Да. Ну, КВН вообще, по идее, та же политика, по сути.
КВН? Ну, в КВН связано. много политики. И внутри вот это вот тоже иерархия, где капитана ты должен свой коллектив там собрать, настроить там и так далее. Вот это вот все. Вот это вся командная работа, решение каких-то проблем, что-то придумать новое во благо всей команды там и так далее. Ну, то же самое почти. Та же структура, можно сказать. Нас тоже не раз ругали же. Насчет... Я, кстати, заметил, что люди любят грязь. Они не замечают, когда ты делаешь добро, Да. но зато замечают, когда ты один раз, типа, упал на лужу, грубо говоря. Вообще, мы сколько раз с КВНщиками со сборной Якутска ездили в детские дома, сколько раз выступали, с детьми, инвалидами тоже встречались, Да, я мастер-классы давали. И мы до этого, мы это не афишировали нигде. Потому что, ну, типа, добро должно оставаться добром, и все. А вот эти люди, которые сидят, пишут, что мы клоуны. Да. Даже клоуны ездят и помогают кому-то, а ты сидишь и ничего не делаешь. И мы ездили, и вот я потом в дальнейшем уже понял, что нужно было это афишировать, и нужно было это показывать людям, потому что молодое поколение... Но сейчас двояко, знаешь, типа, сейчас ты будешь афишировать, скажешь, а он пиарится. Да. Вот именно из-за этого мы тогда не делали, понимаешь? Да. Но сейчас нужно просто на все это забивать и все это афишировать, чтобы молодое поколение тоже делало добро и занималось добром. Да. Я думаю, это нужно афишировать. Как бы люди тебя там не считали, типа афишируется туда-сюда, там. Думайте, как хотите, но мы делаем добро, хоть и, может быть, даже и конкретно не мы, может быть, это ради пиара, но это добро, чем на попе ровно сидеть. Виталий Щукин, кандидат в депутаты ЛТВ. Нет, конечно. Голосуй за Виталия. Не, ну, я не знаю, типа, а вдруг, типа, через пару лет вдруг куда-нибудь баллотироваться. Ну, это никто не вспомнит, Виталий, вот видишь. То, что ты уже добро вот сделал, да, много добра. Да. Кто этого не вспомнит. Все вспомнят, что ты клоун, ты КВНчик. Каждый раз я вспоминаю детство. Помню наше место, по 16 устали целоваться. Я портовской пацан. Я родился в порту, рос там. У меня ребята там такие, все в кожанках, кепочках. Ну, сами понимаете, районовские пацаны. Вместе росли и вместе спокойно общался из этого. Привык находить общий язык с людьми. Да, спокойно. Я типа, с любыми людьми могу нормально общаться. До сих пор общаюсь тоже с ребятами. Раньше даже заправляли машины, стояли, типа, за копейки. Ты делал раньше? Нет. Я в Верхоянске жил, слушай. У нас Там не было заправок. А мы заправляли. Лошадей кормил. Не, мы убивали крыс в хатонах. Ну, в смысле, фермах, короче. За каждую крысу там сколько там рублей там. Да. Ну вот, короче, районовский пацан потом переехал сюда, в шестом классе уже здесь. И тут тоже началось. Переехал сюда, все новенький, типа, все. Конец. Давай каждый там на меня, типа, прыгать туда-сюда. Там, ты че, кто такой, туда-сюда. Ну, он нормально, отстоял. Я очень долго, недели 2-3, что ли, все это терпел, со всеми ругался. Но один раз ко мне подошел 8-классник, я был в 6 классе. И сказал. И он на меня, типа, я сижу, типа, МНДМ скушать. Он говорит, типа, дай сюда, типа. В смысле, я тебе должен давать. Все, он ушел, типа, и отпор, короче, дал. И все, этот слух по школе прошел. Типа, среди шестиклассников. И, типа, ты че? Он, типа, туда-сюда. Типа, ответил. Виталя Борзый. И все. Ну, важный урок от Виталия Щукина. Надо всегда стоять за себя. Да, конечно, все верно. Даже тэквондистов. Ну, я же на хоккей, кстати, ходил. На хоккей я ходил. Отвечая на вопрос. На хоккей я ходил 7 лет. На Шарайды кэмпу ходил, Генсинкан. Ну, там мало, 3 месяца. 2 раза. На спортивное ориентирование ходил года 3-4. Разбирал калаш там? Не, ориентирование. Нет, ориентирование. Походы. Тебе дают карту в руки, компас, беги. Координаты и пошел. И контрольный пункт добегаешь, и отмечаешь, дальше бежишь. Это классно. Это прикольно. Летом тут турслет. А сейчас такое есть? Просто сейчас у всех гаджеты, типа, у всех карты, там компас. Не, сейчас такое есть, 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 ориентирование по карте. есть. Да. Там, типа, зимой тир на лыжах, да, тоже по контрольным пунктам. Тоже только зимой. Прикольно. А летом классно, типа, турслет и, типа, стабаги сюда на байдарках.
Сплав. Да, сплав. Прикольно. Вообще классно, очень интересно. Карабин, там... Может, запишемся? Давай тогда. Это очень интересно. Ну да. Там, типа, в лесу оставляют тебя, ты ходишь, ягоды кушаешь. Я почему-то всегда был пухлый. Ты же худой был. Когда Нет, я бегу, останавливаюсь. Покушаю ягоду, дальше выбежу. Ну вот, детство у меня было веселое, очень красочное. Такое пацанское. Да. И я никогда в бедности не жил. Типа родители, батя крутой, и мама тоже крутая вообще. Мама была домохозяйкой вообще. А батя был крутым бизнесменом. Про него можно фильм... Я вот вырасту, я думаю, про него, наверное, фильм сниму. Что, не вырос, что ли, еще? Нет, еще когда постарше. Когда еще побольше опыта будет. Реально очень крутой. А вот такой нюанс. Сейчас очень сильно изменилось вообще все. Нас окружающие и дети сейчас совсем по-другому растут. Вот как ты своих детей, сейчас уже воспитываешь так вот, с оглядкой на свое собственное детство? Все же изменилось. Вообще все. Да. Мы вот касались этой темы, что сейчас из-за Ютуба в основном вот языковой вопрос. Да. Часто встает то, что дети говорят по-русски, и якутский язык часто забывают. Да, да не знаю, нормально. И у меня дети по-якутски не разговаривают, к сожалению, потому что я сам очень плохо разговариваю по-якутски. А это не выбор каждого вообще? А? Это не выбор каждого? Нет. Не, просто вот Виталий же говорил, что, допустим, есть дети, которые родились в семье, где родители говорят по-якутски в основном между собой, а из-за А YouTube... дети по-русски разговаривают, потому что из-за Ютуба. Вообще, из-за этого нужно делать якутский контент, нужно делать якутские мультфильмы. Ты с детьми на якутском разговариваешь? Нет. Нет, да? Они только на русском? Да, только на русском. Потому что и жена по-русски только разговаривает. Потому что она русская. Логично. Ну да, нет, это у Виталия понятно. Я имею в виду, что, в принципе, много сейчас таких вот факторов, когда жизнь в 2020 году сильно отличается от того, как вот мы выросли. Ну, вообще классно быть молодым отцом. Я говорю, еще раз повторяюсь, что я понимаю... Мне этого не узнать. Тренды, понимаешь? Ты понимаешь все тренды. Я разрешаю дочке играть в компьютер, потому что ты же сам знаешь, как геймер, то, что стратегически тебя развивает игры. Именно я сколько лет в доту играл. Зрение портится, но развивает. Да, но все равно мышление, работа в команде, Да. лидерские качества тоже все-таки, все это развивается именно в играх. Из этого я не против, чтобы, дочка играла. Сейчас она, конечно, играет У тебя нет такого, в Roblox. что, я буду разрешать своим детям все, что мне не разрешали мне? Но я этого хотел. У тебя есть такое? Да нет, Мне не разрешали я долго не... по ночам сидеть возле компьютера. Я буду разрешать. Нет, конечно. Я говорю, доча, все, иди спать уже поздно. По-любому, конечно. Все равно контроль должен быть. Я буду все разрешать. Нет, это как все разрешать? Как в Мексике. Поначалу-то нужно воспитать, ты что? Не, я его воспитаю. Ну, в смысле, я разрешать ему буду вот по творческой схеме, братан. Вот сидишь, играешь, сиди до того, за компом, сиди, хоть до утра, но завтра в 7 утра будь готов вставать. И знаешь, это же тоже учить ребенка. Он будет себя плохо чувствовать, он на следующий день так не сделает. Он придет со школы, сделает уроки, уснет сразу. И больше так не сделает, потому что он понимает, что тяжело вставать, а вставать приходится. Видишь, контроль же есть. Это не контроль. Это контроль. Это называется учиться на своих ошибках. В 7 утра встаешь. Это контроль. Хорошо. Да. Ну да. Ну смотри, дочка у тебя 18 лет скажет: папа, я хочу стать блогером, я не пойду учиться. Я сейчас буду работать, зарабатывать на оборудовании, я хочу стать блогером. Что ты скажешь? Конечно. Конечно, я тебе помогу, дочь. Я ей помогу, достану компьютер, все, микрофон куплю, стойку, все как надо, свет. Детей в интернете захотели стать детьми. Я поставлю их хромакей классный, настрою свет просто идеальный. Сидушку куплю. Студия Хисвай. Игровую сидушку куплю, вообще крутую, что подобное. Ну, блин. Да, прикольно. А что нет? Ну да, это профессия будущего, на самом деле. Мне интересно, что у тебя прям такая четкая позиция. Но многие бы стали бы размышлять. Наверное, ты четко уверен, что... Потому что я сам хотел стать стримером. Я сам мечтал об этом. Прикинь? Да. У меня сейчас времени нет. А так хочу. Все равно иногда хочется, конечно, что-то ребенку дать
то, чего я сам не сделал, например. Я не научился, я с детства мечтал научиться играть на скрипке. На скрипке? Да. Я в русском народном оркестре играл же. Кстати, на балалайке альтовой. Несколько лет. На треугольнике. Я пришел играть, все одноклассники пошли учиться на гитару, типа к Людмиле Спартаковне, которая во Дворце детства. И мы пришли... Балалайка моя. Нет, мы пришли, и типа, чтобы научиться играть на гитаре, вам нужно, типа, нужно научиться играть на балалайке. И все, и на 3 года просто. Обман детей. Да, и мы на новогодней елке короче, вообще. Но зато, когда вот оркестр играет, это так классно. Просто, когда воедино все одну мелодию играет, это очень классно. И Чувствуешь магию бенда. И самое классное было, когда контрабас, знаешь, что такое? Просто огромная, огромная балалайка просто. А угадайте, что это играет? Дум-дум-дум. Это кричат. Это бас-гитара. Это гитара. Дети-то не знают. Это контрабас, короче, достает. Это гигантская балалайка. Короче, вообще... Это босс балалайк. Да. Просто он же сзади всех сидит, его не видно. Его достают. Там чисто рука торчит. Спереди маленькие балалайки, тут сзади просто огромные. Это как будто в Dark Souls встретил босса огромного. Мутант какой-то. Это классно. Он типа ножка есть такая внизу. Огромная балалайка внизу. И ставишь так. Чувствуешь себя важно сразу, да? Да, это вообще классно. Блин, я мечтал тоже на контрабасе играть. Классно. Ну и вот, хотел дочку на скрипку отдать. Она не захотела? Или что? Нет, я просто... Хочется, конечно, внушить, но... Не знаю, походу. Не хочешь давить или... Да, не хочу давить. Ну, захочет, нет. Это вот всегда такой очень сложный вопрос, потому что у меня родители тоже, они никогда меня, не заставляли куда-то идти, если я не хочу. И потом я понял, что, наверное, где-то было зря это. То есть, когда я уже стал постарше, я понял, что я маленьким не понимал ценности и не понимал того, что это действительно мне пригодится в жизни. Мне всегда говорили, нет, сам решай. Ну, как не хочешь, не нравится, не ходи. Меня заставляют. Приятно. Давай поговорим о спорте, потому что это тоже такой фактор, что многие люди не понимают, как ты можешь уместить в своем расписании, потому что регулярные тренировки требуют времени. Ты же не только потренировался, это еще приехать, переодеться, потом принять душ после, уехать обратно. Это много времени занимает. Да. Как у тебя вот То получается? не знаю, как-то все вместе вот так. Как-то получается. Как-то все это умеешь совмещать. Ну, ты вот сказал, что он на хоккей ходил. Сколько? 7 лет. И как Это в детстве было в школе. это все равно же приучают тебя к дисциплине, да. к тому, чтобы подняться на тренировку обязательно. Там, Я «Спартак» каждое утро вставал в 7 часов утра, садился на 6-ку. И ехал до Элиботра? Нет, он до туда не ехал. Короче, ехал... на 30... Автобус, я не помню, 35-й, что ли? Ехал до Махаона почти и пересаживался на другой автобус, на 6-ку. И до Элиботера ехал. И каждый день так почти, прикинь. Так, с детства научили меня быть ответственным. Ну, ты сам хотел или тебе родители сказали, нет, ты пойдешь Я сам хотел на хоккей. Типа, потому что поначалу это как было. Нас сосед позвал с собора все. Говорит, а я начал на хоккей ходить, типа, там классно, типа, по льду катаешься. Ого! Там коньки, что ли? Сразу с братом пошли, и как там вообще нас этого ли. Классно понравилось. Очень весело. Очень весело. Ну, а сейчас ты кроссфитом занимаешься? Кроссфит, ага. Я же уже худел до этого. И мне очень классно понравилось. Ты жестко начинаешь становишься таким энергичным, легким, легко себя чувствуешь. И самое главное, то, что это на здоровье очень классно влияет. В первую очередь из-за здоровья я пошел худеть. И сейчас тоже так же начинаю снова худеть. И нормально, классно.
типа с утра позанимался, и у тебя еще целый день впереди. Уху, еще классно. Почему именно кроссфит? Почему, допустим, не... Вот я сейчас хожу на кроссфит. Очень. И на паркур не в тему. Друзья ходят туда, из-за этого я начал ходить туда. Типа вместе веселей. Но кроссфит очень на выносливость просто жестко. Ты там реально выносливым становишься. Я сам уже заметил, хожу 3 недели и уже понимаю, что я стал выносливее намного. Что тебя вдохновляет? Вот ты говоришь про творчество, и ты во многих... Спасибо, Майя. Вдохновение в каком смысле? То есть у тебя же какие-то мысли должны быть топливом для того, чтобы тут ты придумываешь что-то, какие-то новые сюжеты. То есть ты же смотришь что-то, что типа в тебе какие-то новые мысли. Мне нравится приносить людям радость. Вот это самое классное топливо. Нет, имеется в виду, когда ты вайн делаешь, ты же не думаешь, типа, вот, я делаю, чтобы люди посмеялись. Ты же делаешь, типа, это будет круто. Типа, Ну да. Для себя. Ну, Типа, для себя, ну ты же считаешь, типа, то, что, блин, ну это прикольно, это смешно, ну для себя. Ну, Типа, это прикольно. В общем, Типа, итог будет классный. да. И то классно делают, конечно, по-любому. Хоть даже иногда бывает то, что, типа, не залетит, типа, вайн, но все равно зато мне нравится, типа, кайф. Ну, ради кайфа. Вот именно такой итог. Все мы что-то делаем ради кайфа. Все ради, ну да. Но и также людям нравится. Типа. Кайфуйте, короче. Но если я кайфую, то люди тоже кайфуют. Взял Крауна. Кайфую вообще. 181 кузова, 2005 год вообще. Я видел, он там внизу стоит грязно, что не помню. Да я вчера вот говорю с Хатеном там, или жена Дере. Просто едешь, кайфуешь ночью, особенно так жестко, мягкая машина. Блин, я не понимаю людей, которые ездят на табуретках. Вот у меня была Гранд Тара, да, она типа проходимая везде, типа на ней можно ездить, но если по городу ездить, то на Крауне. Классный вопрос, смотри. Вот ночью ты едешь на машине. Да. Какую ты музыку слушаешь? Вот какую? Ну, типа вот по ночному городу. Всякие разные, вот релакс. Знаешь ли ты? Нет, не такая. Именно релакс Snoop Dogg. Сейка нам еще есть же. Вот именно такой, не знаю, вайбовый, кочевый чуть-чуть. Я недавно ехал на такси с открытым окном и остановился на светофоре. И увидел Виталия Щукина. А тут Виталий Щукин. И из тачки, знаете, что звучало? Санам БРТН звучало. Да. Классная песня. Я вот недавно ее скачал. Вообще недавно скачал. Очень крутая песня, да. Я раньше знал, что эта песня есть, но почему-то так, не знаю, не обращал внимания, что, знал, что она классная, но почему-то не скачивал. И вот недавно скачал и кайфую. Я тоже в плейлист добавил ВК. Вот недавно после меня? Не, После меня? до этого. Я тоже такой сидел, надо. Да, я люблю мелодичные песни. Вообще, я люблю музыку слушать жестко. И, кстати, музыка жестко тоже вдохновляет. Жестко слушать музыку. Не, это на самом деле такой... Ну, и если относиться к вдохновению именно как к материалу, из которого ты что-то создаешь, я знаю, что, допустим, многие музыканты, на фильмы опираются. То есть смотрят фильм, у них какая-то мелодия приходит на ум. Или наоборот, кто-то слушает музыку и уже по этой музыке в голове строит видеоряд. У нас так, типа, я музыку слушаю и, типа, могу придумывать что-то, типа, сценарий. Да, есть такое. И именно от музыки. Из-за этого, говорю, даже когда монтируешь, потом легче уже с музыкой, когда уже примерная музыка есть. Ну, не знаю, музыку люблю, в общем, слушать. И музыка для меня как машина времени. В тот раз тоже обсуждал, не помню с кем, правда. Типа, насчет вдохновения ты имеешь еще? Ностальгия какая-то. Типа, переносит тебя в то время, когда ты эту музыку слушал. У меня, допустим, несколько альбомов группы Scorpions полностью ассоциируются с Китаем, потому что я когда жил в Китае, я вот слушал Скорпов, они у меня крутились, несколько плейлистов. И теперь я включаю эти треки, ну что ты ржешь? Что? Как будто в тот момент... Да, ты переносишься и эмоциями в тот момент, и в то время, и ты уже совсем... Ребята, помните трек? Hey, boys. Hey, girls. Да. Here we go. Я люблю слушать 90-е, 80-е песни. Ну, то же самое, что и я. Потому что мы старые. Нет, не то, что потому что я люблю вспоминать счастливое детство. Свое детство, да, потому что это песня. Потому что когда еще были живы родители,
И вот это сказочное детство. И когда я был, типа, вообще маленький, молодой, и слушал. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка. Девчонке 16 лет. Я потом это начал слушать. А, ты... Да. Ну, ладно. Я говорю, вообще, когда маленьким был. А, вообще маленький? Вообще, когда еще на Кузьмина жил. Да, Да, вот тема моя. Бывает же так еще, ты слушаешь какую-то мелодию и понимаешь, что ты ее когда-то в глубоком детстве слушал. То есть ты вообще плохо помнишь конкретно, но помнишь себя вот в это время. И эта мелодия в тебе вот будет эти эмоции. Но это реально, ну, наверное, это как дозировано очень должно быть для людей. То есть все-таки человек больше в настоящее время должен жить. Но, безусловно, очень классно вернуться. Кстати, говорят также про запах. Именно какой-то запах. Да. Вот мне нравится запах ночного Якутска, знаешь, типа вот чуть-чуть вот подгорелый, это имеется в виду. Я вспоминаю сразу первый курс, короче. Ну, Но да, я да. почему-то вот такой нюхаю, вот это копоть, вот это чуть-чуть, да, с копотком, вот этот запах. Ну, вы заметили то, что в Якутске днем один запах, а ночью другой? Да, То есть вы да, замечаете это? Конечно. Ночью Якутск по-другому пахнет. Ну, конечно, потому что машины уже не ездят, и все... Ну, газовые. нет, не в этом, не в температура меняется еще, от земли же идет запах тоже. Утром-то намного чище воздух, чем нежели днем, когда машины Да ездят. нет, Все равно не это в тоже чистоте он влияет. Это тоже отличается. влияет. Это тоже влияет. Это Это тоже влияет. это отличается. Особенно самое классное, когда вот после дождя просто... Ну, да. Ну и каждый город ассоциируется со своим запахом. То есть вот Москва ассоциируется, вот этот мокрый асфальт, вот запах мокрого асфальта у меня только с Москвой ассоциируется. Или, допустим, вот как холодный морской воздух, вот такой прям пронизывающий, это вот Китай. Воздух, а. Нет, для меня Китай. В Китае как там? Ну, я жил в Даляне, это, ну, Приморье, как Владивосток. То есть зимой очень холодно. Прям. Да. Я никогда так в Якутске не мерз, как я мерз в Даляне. Он там влажно, походу, да? Потому что очень высокая влажность и очень сильный ветер. Там температура, ну, самый минимум где-то минус 15, наверное. было, Ветер минус шумит 12. негромко. Да, он громко шумит. Ты выходишь на набережную, реально откидываешься назад, и тебя ветер как будто держит. Ты вообще... Тебя сдувает конкретно. Ветер перемен. Нет, ну ладно. Окей. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Почему я вспомнил сразу океан? Потому что это Там- КВНская песня. Там Да-да. пусть бегут дожди. Давай, Виталий. Я не Прошлых помню, конечно. летних не жди, Камни камни пройденных дорог сумел пробить росток. Я не знаю это Ну песню. ладно. Но Прекратите это делать. сразу океан вспомнил. Я же в океан ездил, кстати. Да. Это в конце же, вот это по-любому, типа, когда закрытие. Когда сыпется еще сверху вот это все. Нет, я помню вот эти Я движения. еще сюда вернусь. Ты был в океане? Не был. У меня была путевка в океан, я не полетел. Я поехал вместо Мирабит, да. А, да. И это было классно. Я не хотел сначала, а мама меня отправила. Мама меня всегда, типа, едь, участвуй, типа, всегда полная свобода и всегда подталкивала меня. Вот ты тоже... КВН начал заниматься, она там помогала. Да, иди, вот именно вот мама жестко, в этом плане жестко поддержала меня. И вот все, полетел в океан, и, блин, я думал, куда я попал вообще? Все что-то... Я стою, типа, что за фиг, куда я попал вообще? В конце сезона уже. Все же так вообще уже фигачим там. Я очень в классно. лагере самое главное, это первые 2 дня. Домой хочу. В конце я не хочу уезжать. А в детстве же всегда так вообще. Новые джинсы тебе купить, не Да. буду их носить, Да. они неудобные. Они любимые потом, да. Любимые джинсы порвались. Да. Никогда мы не ценили изначально того, то, что нам давали. Да. Поэтому я не женат. Не ценю то, что есть. На такой грустной ноте. Ну, ты просто свое не нашел, наверное, хорошее, правильное. А сколько можно искать-то? Надо же перестать перебирать постоянно. Если ты та самая, что смотрит Если ты сейчас. сатана, что? Главное, найди, которая вкусно готовит. Это самое главное. Хотя бы жирный будешь. Не, Это нет, у меня предрасположенность толстеть, поэтому я не Ну, хочу. почему-то ППшно тоже. У меня Ой, жена... предрасположенность, я всегда был худым, чего я говорю. У меня жена ППшная готовит просто вообще. Я счастлив, что
нашел себе такую жену, которая вкусно готовит. Я люблю очень сильно покушать. Ну, по мне видно, да. И во время ПП она жестко тоже поддерживает. И вся семья начинает худеть, потому что дома нет хлеба. Если есть хлеб, то черный только там. И то по чуть-чуть. Но я по-своему тоже счастлив, на самом деле. И Ну, вот в субботу мне приготовили яйца. Просто. Ну, в смысле, яичницу. всю жизнь будешь, считай, вкусно кушать, прикинь. Не, Всю жизнь. До старости ты будешь вкусно кушать. И плюс то, что твои дети будут вкусно кушать. мне нужна Это та, самое главное. которая хорошо играет в игры. Понимаешь? Ну, что главное, тоже готовила. Это же здоровье. Не, я понимаешь, я сам готовлю. Еда, это же Нет, то здоровье. есть я сам хорошо готовлю, поэтому, типа, мне это не обязательно. Почему ты должен играть, а она тебе готовить? Так зачем? Я могу Просто- себе приготовить и потом поиграть. Я просто иногда люблю готовить. Иногда я люблю готовить. Ну да, я тоже иногда люблю готовить. Ну, вот. Ну, То изредка, есть постоянно я сам себе готовлю, я не вижу ничего такого, типа, не хочу, типа, я лучше сейчас бутер поем. У меня нет такого. Типа, я возьму, я приготовлю, типа, я похаваю. То есть мне это, ну, типа... Я тоже иногда люблю готовить, но больше люблю есть, чем готовить. Ты же один из тех миллионов человек, который очень вкусно ест просто. Вообще, я люблю кушать. Просто. А Можно SMR. наесться, просто смотреть на Виталия и наедаться сразу. Нет, И наоборот. понимать, насколько это вкусно. Нет, просто- Всю передачу, вот вкусовую передачу Виталий тебе передаст мимикой просто. Нет, просто потом самому хочется кушать. Да. Со звуками там совсем. Силовое поле заряжается. Я сколько Виталий помню вообще, он даже доширак так есть. Память много в последнее время как бы так всплывает в разговоре, типа как мы вспоминаем, какие у нас воспоминания есть. Ну, видимо, потому что мы все старше становимся, да, и воспоминания начинают большую роль играть в нашей жизни. Вот. И иногда удивительно, что, во-первых, мы помним вообще какие-то вещи, как 3 года было всего, там 2 года даже кто-то помнит. И как они сразу же всплывают. То есть вот какая-то ситуация происходит, и у тебя сразу же вот воспоминания из твоего Мгновенно. детства, да. Почему так происходит? Хотя ты потом думаешь, много же других каких-то ярких было воспоминаний, в течение твоей жизни. Ну, в детстве, конечно, понятно, самое большое, самое сильное накопление тогда эмоций вот в этот момент происходит. Твои первые эмоции самые. Но я так понимаю, что память для тебя тоже большое значение имеет. Для Конечно, всех нас. очень-очень. И много хорошего вспоминается, но плохих тоже очень много вообще, на самом деле. Ну, как только начинаешь вспоминать хорошее, вспоминаешь, что было плохого в этот же год, и такой, натуре. Я не знаю, у меня не так. У каждого, кстати, память может по-другому работает, да? Конечно. Кстати, у меня на даты плохая память вообще, на Сегодня какое число? имена. Сегодня 14. Вообще имею в виду то, что год назад, какого числа там. Вот у меня нет... И на имена плохая память, но на лица хорошая. У меня так же. На лица... Ты можешь человека узнать, но как его зовут? Не, да, у меня наоборот. можешь не Ко мне на вспомнить. улице подходит, здорово, я такой, кто ты? В голове. И такой, здорово. Ну, лицо-то вспоминаешь? Тоже там- Нет. лицо не вспоминаешь. Ну тогда... Это просто плохая память называется. Видимо, из-за объема, из большого, есть такой лайфхак. Я только благодаря галерее в телефоне могу вообще понять, где с временной точки зрения нахожусь. То есть вообще, что было год назад, что было неделю назад. Ну, как-то все очень сильно смешивается. Как в эффекте бабочки. Ну да, Возвращаюсь. остается вот неизменным то, что вот в детстве как-то происходило. Ты более или менее какую-то структуру построил, и ты можешь в ней ориентироваться. А вот дальше, вот последние несколько лет, я вообще могу потерять... Ну, то есть я могу как чистое знание понимать, что да, это было 3 года назад, но ощущать, как будто это было вчера. И наоборот. То есть это могло быть вообще на прошлой неделе, но такое чувство, что было очень-очень давно. И как-то вот ты постоянно плаваешь в этом. И вот мне телефон сильно помогает. Фотографии смотришь, там есть же дата, и постоянно, значит, вот это было ровно год назад, вот это было ровно 2 года назад. Это нормально? Это нормально в плане того, что, типа, мозг наш, наверное, очень много, типа, не воспринимает, он архивирует все это. Какую-то часть архивирует, и Винран. зато, типа, ты другими
типа проектами можешь заниматься, типа память, Ну да. типа освобождается, грубо говоря, чтобы для новейшего чего-то. И, либо что-то придумать даже. Может быть, из-за этого у тебя память... Это же... Иногда... Если надо, короче, если что-то это важное, у тебя мозг вспомнит все. А зачем тебе там вспоминать, вчера ты... На той неделе ты покушал или нет? Типа, в это время. Ну, типа, мозг делает свою работу. И я думаю, типа, тут сильно не надо заморачиваться. А прикинь, ты не знаешь, а ты вот что-то вот прям значимое забыл, короче. Ты не знаешь. А ты не хотел бы этого забывать? Ну, Бывает такое. Но, может быть, это не так сильно важно для тебя было. Нет, Или это не вот так сильно важно для моего мозга. Да. И мозг говорит, нет, тебе это не важно. Так вот, я имею в виду, это было важно для тебя, но ты это забыл. Просто мозг взял и выбросил это. А ты этого не А хотел забывать. что, например, было вот у тебя? Так я не могу не знать, потому что я это забыл. Бывают же люди, которые помнят вообще, что с ними было там в 2 года. Это же вообще, это что Я за... помню. Я тоже помню. Нет, именно вот Я не частично, помню ничего. частично. Я помню свою тарелку красную, пластмассовую. Я помню, как я ложился с мамой в больницу. Типа у меня что-то с животом было. И у меня эта тарелка была красная. Вот так мелко. Ну да, какие эпизоды какие-то. Я потом маме это рассказал. И говорит, как ты это помнишь? Говорит, она тогда просто в шоке была. Я вообще... Я говорю, я помню только тарелку. Я очень мало помню с 1 класса вообще. У меня такие же воспоминания есть. Допустим, я у тети еще в яслях вот в этих лежу, и там какие-то висюльки, там, ну, и я рассказываю своим родителям, вот, ну, типа, это воспоминание, может, или это мне кажется, и реально было так. То есть мне никто об этом не говорил, но когда я начинаю родителям про это рассказывать, они говорят, да, там так и было. Я квартиру помню, где я жил, до 1 класса. Вот только вот это. Вот я знаю, где какая комната была, короче. Я помню, что у нас был огроменный зал, короче. Прям вот такой зал. И вот тут комната. И кухня тоже большая. Почему? И ты сейчас глаза закроешь, и можешь, где выключатели, вот прям как ручки дверей. Да. Я открыть. знаю, где светильник стоял, короче. Как было вообще в маминой комнате. Предметно помню, а вот воспоминания там, где я там что-то говорю, делаешь. Да, что-то делаю. Вот этого я не помню вообще, короче. Я помню, знаете, двери же раньше закрывались на такие магнитики небольшие, так захлопывались. И я помню, что на разных дверях они по-разному срабатывали. Где-то вот так со щелчком, а где-то плавно. Так. И я просто закрывая глаза даже по вот этим тактильным ощущениям, где двери закрываются, я могу квартиру вот так обойти всю, ну, старую, в которой мы жили, там, ну, начиная, ко мне 3 года, по-моему, было что-то. Не, у нас, я жил в деревне, у нас была охранная система, называлась палку поставить на дверь вот так. Все, значит, дома никого нет, нельзя заходить. Просто палку ставишь на дверь. А швабру. Ну, или швабру, или палку вы ставили, короче. Все, никого нет. Да. И когда ты не хочешь, чтобы тебе друзья приходили, ты закрываешь дверь, и палку с той стороны этого нельзя, никого нет. Я вспомнил про деревню, сказал. Из деревни дядя наш приехал. Перед тем, как зайти домой, типа, в подъезде прямо снял обувь, оставил там и зашел. Просто я еще домой заходим. Не в тему в подъезде, типа, аккуратно сейчас обувь стоит, да? В подъезде, прикинь. Я там оставил. Да, привычка. Это смешно. Еще самое главное, когда ты возвращаешься обратно, вот уже в зрелом возрасте в эти места, все очень маленькое. Да. Все жутко маленькое. Я вот в свой родной двор приезжаю, ну, ограда Да. крохотная. Я вообще... Это в детстве казалось, что там и в футбол играли, и в баскетбол играли, там куча было мест, там что-то бегали. Сейчас туда на машине заехать невозможно. Там места нету вообще. Подъезд, заходишь в подъезд, он прям крохотный. Ты все это... Ну, понятно, что ты такой мелкий был, естественно, что тебе казалось, что это все большое. Но удивительно, как это вот сейчас воспринимается. Ты заходишь, все маленькое, очень маленькое. Это тоже, кстати, играет, да? То, что, например, едешь куда-то в дальний путь, Ну. когда ты едешь только туда, типа, не знаешь места. Типа, Долгая дорога. Очень долго. Да. А обратно всегда быстрее. Да. Потому что ты едешь воспоминаниями, так, тут проезжали, так этот... Я раньше думал, что И 2 часа... почему-то всегда так, типа, 2 часа информация... лететь на самолете, я думал, это очень долго. Типа, я мучился прям, короче. 2 часа всего лишь лететь на самолете. Потом полетал 6 часов, такой, ну понятно. 2 часа это просто так. Ну, обо всем поговорили, да, пофилософствовали, о музыке поговорили, о моих делах поговорили, обо всем. Ну, вроде все рассказал. Еще зовите, по-любому тему найдем. Да, поэтому на тот случай, когда Виталий придет к нам еще раз, готовьте свои вопросы, оставляйте в комментариях, о чем еще, может быть, вы бы хотели поговорить с Виталием. А на этом у нас все.
Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает учебные программы высшего профессионального образования. Направление юриспруденция, экономика, менеджмент. Прием заявлений онлайн на сайте www.vcm.ru. Телефон 36 91 91. Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91, 26 26 65. Поступай в Якутский колледж инновационных технологий и осваивай востребованные специальности. IT, экономика, правоохранительная деятельность, логистика, диплом государственного образца. Есть бюджетные места. Звони 36 91 91.